Соблюдайте тишину, идет операция. Только тот, кто не ожидал близкого человека из операционного блока, не знает это горькое чувство волнения. Но сегодня не стоит волноваться за пациента. Его здоровье в руках высококвалифицированных специалистов, бригады медиков Республиканского сосудистого центра. Оперирует заведующий кардиологическим отделением Инвер Зекир. К слову сказать, он единственный, кто может проводить такого рода операции в Абхазии. Врач совсем недавно переехал с семьей на историческую родину. Сегодня такая тенденция происходит. Министерство здравоохранения уделяет большое внимание этому процессу, потому что мы знаем, что количество наших докторов, коллег-выходцев из Абхазии в Российской Федерации довольно немалое. Проводил эту операцию вчера доктор Инвер Анатольевич Зекир. Он также буквально какое-то время назад переехал со своей семьей в Республику Абхазия к себе домой. У него супруга доктор тоже. Также вы знаете, что руководитель центра, сосудистого центра, также недавно переехал в республику. И сегодня он и многие наши коллеги, которые сегодня возвращаются в республику, они сегодня двигают нашу медицину вперед. Кардиостимулятор – это специальный прибор, который с помощью электрических импульсов задает сердцу правильный ритм и тем самым спасает от жизнеугрожающих состояний. Операция является малотравматичной и относительно безопасной, занимает от 40 минут до 2 часов и проходит под местной анестезией. Теперь эта процедура при необходимости доступна всем жителям Абхазии. В республиканской больнице впервые было проведено малоинвазивное трансвенозное кардиохирургическое вмешательство. Благодаря руководству страны для проведения операции были закуплены кардиостимуляторы и программатор фирмы «Биотроник» немецкого производства. Также были закуплены все необходимые расходные материалы. Данная операция – это значительный прорыв в кардиохирургии для абхазских медиков. Это событие открывает новые горизонты для развития кардиохирургии в стране и повышения качества медицинской помощи пациентам. Хотелось бы отметить, что все оперативные вмешательства проведены силами абхазских медиков. 2 волнительных часа позади. Операция прошла успешно. Пациент в порядке, его сердце бьется ровно в такт, благодаря современным методам лечения и профессионализму лечащего врача. Первого пациента в Абхазии, которому установили электрокардиостимулятор, навестили министр здравоохранения Эдуард Будба и главврач республиканской больницы Эрик Хатфа. Вот вчера была проведена операция по имплантации, установлен желудочковый электрод, подключен к кардиостимулятору и, соответственно, кардиостимулятор вшит в ложе. Вот. Первые сутки после операции проходят гладко, пациент по самочувствию жалоб не предъявляет. За исключением общей слабости после того, как он сутки пролежал. В целом все хорошо, параметры стимуляции у нас все адекватные. Вот, наблюдаем в течение 5 дней и далее уже на выписку пациента. Дай Бог, значит, все сделали, коллеги, Спасибо. абхазские медики, и будете готовиться к выписке. Ну, хорошо, Все. будем молиться. Здоровья вам крепкого. Все, Выздоравливайте. Республиканский сосудистый центр начал работать полгода назад. За это время здесь прооперировали более 250 пациентов. Благодаря открытию центра все эти люди получили высокотехнологичную помощь дома, не выезжая за пределы республики. А самое главное, многим из них успели спасти жизни. Если говорить о том, что вот те острые вопросы, которые сегодня стоят на повестке, именно качественная, высококвалифицированная медицинская помощь, оказание ее на территории наших лечебных учреждений. Понятно, что сегодня это все делается в головном лечебном учреждении, республиканская больница. У нас есть большие планы по внедрению и в наших ЛПУ региональных. Мы говорим о разного рода сейчас проектах, которые мы хотим реализовывать, и чтобы абхазская медицина также стремительно развивалась и шла вперед, чтобы нашим пациентам, находясь на территории Республики Абхазия, оказывалась вся необходимая медицинская помощь. Понятно, нам очень много помогает Российская Федерация, мы благодарны. Но иногда есть такое правило золотого часа, и вот сегодня уже в сосудистом центре
очень много людей спасены благодаря помощи вот именно такой, которая есть здесь благодаря Российской Федерации, ангиограф, и наши ребята оперируют здесь. Все оперативные вмешательства вот сегодня, которые работают здесь ребята, это все силы абхазской медицины. И мы четко идем по тем критериям, которые нам обозначило руководство, президент, премьер-министр. Другое дело, что сейчас мы говорим, допустим, о кардиохирургической патологии. Очень важная патология, когда своевременно и срочно надо принимать меры для спасения жизни. Но есть вещи, когда мы здесь, в республиканской больнице, говорим о травматологии, о замене тазобедренных суставов и коленных суставов. В прошлом году 70 имплантов было установлено на территории республиканской больницы. Это говорит о том, что 70 пациентов не уехали за пределы республики, получили эту высокотехнологичную медицинскую помощь необходимыми имплантами очень достойного качества и уровня бесплатно на территории нашего лечебного учреждения. И мы, еще раз повторюсь, готовы развивать не только системно подходим, хотим и все наши ЦРБ, чтобы сегодня они также выходили на достойный уровень. Конечно, это требует и дооснащения, это и требует кадрового обеспечения, но, как говорится, Москва не сразу строилась, постепенно идем вперед, есть понимание у всех наших коллег, как двигаться, мы работаем одной единой командой. В центре четко отработан процесс маршрутизации пациентов. После обращения в приемные отделения по месту жительства при необходимости пациент в течение 2 часов может оказаться на операционном столе. С момента открытия 20 ноября 2025 года мы прооперировали уже более 250 пациентов. Большая часть этих пациентов кардиологического профиля и с проблемами сосудов нижних конечностей, с ишемией нижних конечностей. Тоже процентов 30-40 пациентов таким оказали уже помощь. Сегодня мы получили расходный материал, треть расходного материала, которого мы заказали на следующий год. И это будет хорошим стартом для продолжения еще как минимум полугодовой нашей работы 24/7. Получили расходный материал также на эмболизацию различных артерий при кровотечениях. Будем принимать гинекологических больных, хирургических, то есть расширяем с каждым получением нашего инструментария, расширяем и спектр оказываемых нами медицинских услуг. Сосудистый центр укомплектован специалистами, оборудованием и расходными материалами. Необходимо отметить, что и лаборатория в больнице с недавних пор соответствует мировым стандартам. На месте проводят экстренные исследования, что позволяет медикам быстро ставить диагноз и принимать решения. Расходный материал у нас последнего поколения. Что касается лабораторной нашей службы, тоже раньше у нас такого не было. Сейчас мы можем брать экстренные такие анализы, которые нам в течение часа уже мы ставим точный диагноз и верифицируем патологию сердечную, в большей степени. Благодаря поддержке Минздрава Абхазии мы 2 года назад получили более расширенное оборудование. И на сегодняшний день мы обладаем максимальными возможностями в рамках нашей страны спектром исследований. И сегодня мы тоже получили реагентику на полгода, на крупную сумму. И у нас есть сегодня уже возможность, то есть в расширенном варианте, выполнять все необходимые исследования, так же, как и кардиоваскулярная хирургия, и для общеклинических исследований. Сильная одышка и боли за грудиной – главные симптомы, при которых необходимо срочно обращаться к специалистам. Для этого не надо ехать в Сухум, а нужно прийти в любое медучреждение по месту жительства. Медики определят причину боли и при необходимости доставят в столицу, где обязательно помогут. Все операции в сосудистом центре бесплатны для граждан Абхазии. Ирина Аршба, Дэвид Маргия, Абхазское телевидение.